Для каждого человека важно быть уверенным в том, что он или его семья в какой-то момент не останется без средств к существованию. Чтобы привести в порядок свои финансы, важно уметь правильно распоряжаться своими деньгами, прийти к тому, чтобы расходы не превышали доходы и оставались сбережения, которые можно приумножить, чтобы их было достаточно на обеспеченную жизнь, и при этом иметь возможность откладывать деньги на крупную покупку или на день X. Чтобы достичь этого, необходимо быть финансово грамотным. В этом выпуске мы расскажем о том, как финансовая грамотность поможет повысить ваше благосостояние. Финансовая грамотность – это способность получать, понимать и оценивать информацию, необходимую для принятия финансовых решений, и применять на практике инструменты финансовой системы, осознавая при этом возможные финансовые последствия. Другими словами, финансовая грамотность необходима человеку для принятия правильных финансовых решений. Финансовая грамотность – это когда человек понимает, что расходы стабильны и управляет рисками. Если простым языком, это правильное управление своими расходами. Но давайте сначала разберемся с источниками дохода. Как правило, для большинства из нас есть один источник дохода. Это заработная плата или прибыль от бизнеса. В нашей стране, согласно данным Нацстаткома, на 2 ноября с января по август 2021 года среднемесячная номинальная зарплата составила чуть меньше 20 тысяч сомов. Я бюджетный работник и работаю в аграрном университете. У нас зарплата, конечно, небольшая, но стараемся ее растянуть. Основную зарплату я сейчас в данный момент трачу своим детям. Кроме этого, один единственный источник может перестать приносить доход. Как себя застраховать от этого? Необходимо иметь альтернативные источники дохода. Источники дохода можно разделить на активные и пассивные. Активными являются те, в которых для получения дохода мы сами принимаем непосредственное участие. Пассивными же источниками дохода являются те источники, в которых для получения дохода человек сам не прилагает каких-либо усилий, не участвует физически, так как на него работает его вложение. Давайте по порядку. Активным дополнительным источником дохода может стать вторая работа. Она может быть связана с вашим основным видом деятельности, а может быть совершенно в иной сфере. Прежде чем искать дополнительный источник дохода, который не будет для вас сильно обременительным, нужно оценить свои собственные ресурсы, какими вы обладаете знаниями, которые можете использовать для создания дополнительной прибыли. Каждый человек имеет свои таланты. Немаловажно уметь грамотно распоряжаться своим временем для саморазвития и личностного роста, регулярно анализировать то, какими вы обладаете знаниями, умениями и техническими ресурсами, включая ваши увлечения, хобби, интересы, для того, чтобы научиться превращать их в деньги. Если вы определяете себе финансовую цель, ставите, что вам нужно за год заработать определенную сумму денег, как правило, вы тогда находите те потоки и те возможности, за счет которых это можно сделать. Еще одним дополнительным или основным источником средств может стать пассивный доход. Пассивные доходы – это доходы, не зависящие от ежедневной деятельности. К пассивным доходам можно отнести вклады в банки, ценные бумаги, доход от аренды имущества, авторские права. Давайте теперь поговорим о расходах. Очень часто мы тратим деньги бесконтрольно, делаем импульсивные покупки, не обращая внимания на мелочи. Но если посчитать именно мелкие расходы, в итоге получается достаточно внушительная сумма. Чтобы контролировать расходы, необходимо составить семейный и личный план, разделить расходы по категориям. Необходимые расходы – это покупка необходимых для жизнеобеспечения товаров и услуг, расходы на питание, проживание, одежду и обувь, лечение. Дополнительные – все остальные расходы, которые не относятся к необходимым. Постоянные расходы – расходы, имеющие постоянный ежемесячный характер. Например, плата за фиксированные коммунальные услуги. Переменные расходы – расходы, которые меняют свою величину, поэтому мы можем только прогнозировать их размер. При эффективном финансовом планировании мы получаем достоверную информацию о своих доходах и расходах, повышаем свою финансовую дисциплину, понимаем, на что тратятся деньги и как можно уменьшить расходы, страхуемся от неоправданных кредитов и от попадания в долговую яму.
Можем ставить перед собой финансовые цели и достигать их с помощью сбережений. Еще одной важной составляющей частью контроля расходов является определение финансовых целей. Выберите только главные и первоочередные цели. Не стоит ставить перед собой множество целей. Если их будет много, то в итоге либо ни одна не будет достигнута, либо срок достижения увеличится. Чем глобальнее ваша цель, тем больше расходов и времени она потребует. Лучше пусть будет всего одна или две цели. И наоборот, мелкие цели достигаются быстро. Их может быть уже больше – 2-3, максимум 5. Для отслеживания прогресса долгосрочные и среднесрочные цели нужно разбивать на несколько мелких этапов. По мере их достижения ставить новые и двигаться дальше. Например, если вы хотите накопить 1 миллион сомов в течение нескольких лет, кажется довольно сложно. Но если вы поделите на несколько этапов, то это достижимо. После прохождения первого планируемого этапа необходимо переходить на второй этап с учетом изменившихся обстоятельств. К примеру, наши граждане уезжают на заработки за границу, ставят перед собой большие цели, но накопив определенную сумму, тратят их на ненужные расходы, такие как ТОИ, покупка машины и так далее. Вот как это может быть. Первый год – накопить 100 тысяч сомов, откладывать по 8 тысяч ежемесячно. Второй год – отложить 150 тысяч сомов, по 12 тысяч в месяц. Все деньги держать в банке на депозитном счете. Это даст дополнительно 15-20 тысяч сомов дохода. Третий год. Общая сумма накоплений к концу года должна быть не менее 500 тысяч сомов и так далее. Обязательно зафиксируйте свою цель на бумаге или в компьютере и ведите учет по ней. Визуальное восприятие полной картины происходящего. Сколько вам нужно денег всего? Сколько времени осталось до выполнения? Каких результатов вы уже достигли? Помогает в достижении цели. Трудно что-то запланировать и достичь чего-либо серьезного с первого раза. Цифры и срок могут вас напугать и отбить все желание. Поэтому лучше начинать с мелких краткосрочных целей, достижение которых повысит вашу уверенность в своих силах и поможет в решении более серьезных вопросов. Все начинается с мечты, но тут надо очень четко обозначить. То есть вот у меня есть мечта, а вот у меня есть цель. Да? То есть как превратить мечту в цель, финансовую цель. То есть по сути обозначить, вот если у вас есть мечта купить машину, и в соответствии с этим вам нужно выстраивать свой финансовый план. И тогда вы сможете очень легко свою мечту превратить в цель. Каким образом накопить на свою мечту? Есть много способов. Да? То есть вы можете откладывать ценную сумму денег, вы можете найти дополнительный заработок, но в конечном итоге, когда вы понимаете, что четко считаете свои расходы и доходы, то в конечном итоге вы реально можете посчитать, за какое время вы можете себе заработать на свою финансовую цель, которая, по сути, и приводит ваша мечта. Личная финансовая цель – это результат, которого вы хотите достичь, измеренный в денежном эквиваленте. Финансовая цель может иметь и материальное выражение, но все равно мы должны перевести ее в деньги. Иначе говоря, финансовая цель – это логически обоснованная и реально спланированная измеримая мечта. Финансовая цель должна быть сформулирована с применением принципа SMART, то есть быть в конкретной, измеримой, достижимой, обоснованной и ограниченной по времени, привязанной к контрольным срокам. Обладание этими характеристиками делает любую цель не только финансовой, более достижимой. Поставить себе финансовую цель – это значит определить, что я хочу конкретно, сколько денег для этого нужно, к какому времени цель должна быть достигнута, какие у меня есть источники денег для достижения этой цели. Стремитесь к финансовой стабильности, улучшению своего материального положения. Ищите дополнительные источники дохода. Уделяйте время на составление семейного бюджета на определенный срок и придерживайтесь его. Контролируйте свои желания, связанные с финансовыми тратами. Перед принятием финансового решения тщательно подумайте последствия. В следующем выпуске мы продолжим учиться финансовой грамотности и расскажем про сбережения.